Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. 1 сентября во всех учебных заведениях Туркменистана прозвенел первый звонок. В Ашхабаде торжественно открыли комплекс зданий специализированной военной школы и новый комплекс Хекимлика города Ашхабада. Более 350 делегатов из 35 стран примут участие в инвестиционном форуме TIF-2024 и другие новости. В первый день осени в Ашхабаде состоялось торжественное открытие комплекса новых зданий специализированной военной школы имени Бердымухамеда Аннаева, относящейся к Министерству обороны Туркменистана. Торжественная церемония открытия прошла с участием президента Туркменистана. При участии президента Туркменистана также прошла церемония открытия здания комплекса Хекимлика города Ашхабада. В многоэтажном здании имеются более 110 рабочих кабинетов со всеми удобствами, конференц-зал на 300 мест, столовая на 120 мест, а также технические сооружения. 1 сентября в Дайханском объединении Эргеш-Султанов района Дустих Атлонской области Республики Таджикистан торжественно открылась общеобразовательная средняя школа имени Махтумкули на 540 мест. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и глава Таджикистана Эмомали Рахмон по цифровой системе приняли участие в церемонии открытия объекта. В школе в 2 смены будут обучаться 1080 детей. Школьное здание представляет собой учебный комплекс общей площадью свыше 4300 квадратных метров. Строительство велось в соответствии с современными стандартами и полностью за счет средств туркменской стороны. В честь открытия новой общеобразовательной средней школы имени Махтумкули в Таджикистане от имени президента Туркменистана и национального лидера туркменского народа, председателя Халк-Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова, были переданы 100 ноутбуков марки Билимли и автобус Toyota Coaster. Подарок был сделан за счет благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова. 1 сентября, в День знаний и студенческой молодежи, во всех учебных заведениях Туркменистана прозвенел первый звонок, ознаменовавший начало нового учебного года. Праздничные торжества в этот день начались с возложения цветов к монументу независимости, памятником Бердымухамеду Аннаеву, установленном в педагогической средней профессиональной школе имени Бердымухамеда Аннаева города Аркадак и средней школе номер 27 села Ызган Гёктепинского итрапа Ахалского вилаята. Во всех средних и высших учебных заведениях прошли торжественные линейки, на которых было зачитано поздравительное обращение президента Сердара Бердымухамедова. 10-11 сентября Ашхабад станет центром притяжения для инвесторов и экспертов со всего мира. На инвестиционный форум TIF-2024 зарегистрировались более 350 делегатов из 35 стран. Мероприятие, организованное Министерством финансов и экономики Туркменистана, Министерством иностранных дел Туркменистана и Торгово-промышленной палатой, станет платформой для обсуждения актуальных вопросов экономического развития страны и региона. Форум предоставит уникальную возможность для презентации инвестиционных возможностей Туркменистана в таких перспективных сферах, как энергетика, транспорт и коммуникации, сельское хозяйство и цифровая экономика. Медицинский кластер города Аркадак расширяет ассортимент производимой продукции, начав выпуск детского питания. Теперь под торговой маркой АМЦ производятся богатые микроэлементами каши, такие как рисовая каша с бананом, манная каша с медом и каша из 7 злаков. Эти продукты рекомендованы медицинскими специалистами для детей 6-месячного возраста. Специалисты из американского космического агентства НАСА сообщили об успешном развертывании на околоземной орбите солнечного паруса. Эксперимент проводился на борту космического аппарата ACS-3, запущенного в апреле этого года. Солнечный парус, представляющий собой квадратное полотно площадью 80 квадратных метров, состоит из специального материала, способного улавливать фотоны, частицы света. Несмотря на отсутствие массы у фотонов, при столкновении с парусом они передают ему импульс, создавая таким образом тягу. В течение ближайших недель ученые будут тщательно изучать поведение паруса в космических условиях, анализируя его маневренность и реакцию на воздействие солнечного излучения. С наступлением сентября многие испытывают необъяснимую грусть. Что же вызывает это осеннее уныние? По словам доктора Дэвида Розмарина, доцента Гарвардской медицинской школы и основателя Центра тревожности, всплеск грусти в начале осени – это нормальное явление, известное как осенняя тревожность или осенняя хандра. Основная причина этого состояния кроется в несоответствии между ожиданиями и реальностью. В начале лета мы строим грандиозные планы, мечтаем о путешествиях и достижениях. Когда же наступает осень, мы осознаем, что многие из этих планов так и остались нереализованными. Те, кто не смог взять отпуск летом, особенно остро ощущают упущенные возможности. Ощущение, что целый прекрасный сезон прошел мимо, порождает тревогу и уныние.
Психологи рекомендуют практиковать осознанное ожидание. Воспринимайте сентябрь как время новых начинаний. Составьте планы на осень не менее яркие, чем летние. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.